Долгожданное лето приносит не только тепло, но и ряд бытовых проблем. В июне ежегодно зацветают тольниковые ивы, пух от которых доставляет массу неудобств жителям городов. О том, как борются с проблемой в Якутске, в материале Петра Васильева. Тот самый пух, воспетый в 90-х, заставляет жителей Якутска прослезиться не от ностальгии. Это настоящее испытание для аллергиков и горячая пора для коммунальщиков. Сугробы летнего снега метут, деревья рубят, но каждый год все повторяется заново. Если жители центральных городов России летом страдают от цветения тополя, то в столице нашей республики летняя пора неразрывно связана с цветущим тольником. Его пух летает в воздухе, оседает на тротуарах, проникает в дома и автомобили. И даже может нарушить работу кондиционеров и систем вентиляции. Ну, аллергию вызывает. Я вообще на таблетках от этого пуха. Мгм. У нас вообще во дворе один тольник вот этот. В квартире просто снег. Просто снег. Вот там вот на Орджоникидзе. Вот от этого пуха. Я не думаю, что я одна страдаю. Нет, вы не одна. Вот так. Вырубили бы его и посадили бы березы. Березы. Или шиповник, или что-то еще. Но это вообще... И там грибка на нем полно уже. А он же старый. Стволы уже вот такие вот. И грибки всякие, мухи. Ну, туда-сюда заходит. У вас аллергия на пух? Нет, не аллергия. Просто мешает дышать. Мешает дышать? Да. Страшно. Страшно? От пуха? Да. Вдруг глаз попадет. Сегодня неприхотливое дерево растет почти в каждом втором столичном дворе и практически на всех улицах города. Поэтому с приходом мая и июня горожане начинают наблюдать у себя в квартирах небольшие сугробы летнего снега. Ранее власти города вели борьбу с тольниками, однако сейчас все работы приостановили. Если где требуется, в центре города можно проводить работы по обрезке тальников, либо по вырубке, но нужно учесть, что вырубка требует компенсационной посадки. То есть, когда происходит вырубка одного тальника, нужно посадить два дерева. То есть, либо это береза, либо это лиственница. Нужно уже смотреть, что у нас в наличии есть. В этом году у нас запланированы посадка берез, лиственниц, сосен из кустарниковых насаждений. Это будут боярышники, желтые акации. Из деревьев также местами посажены яблони. Как отмечают специалисты, цветут и распространяют пух не все деревья, а исключительно женские особи. При этом сам пух аллергеном не является. Он собирает на своей поверхности пыльцу других растений и трав, которые вызывают негативные реакции у человека. Для того, чтобы обезопасить себя в период цветения тольника, специалисты советуют реже выходить на улицу в сухую и жаркую погоду. Не допускать попадания пуха в помещение. Здесь хорошим средством защиты станут москитные сетки. Также регулярно проводить влажную уборку, а при выходе из дома надевать маску. В случае сильной аллергии необходимо обратиться к врачу. Петр Васильев, Александр Нестеров, Джулустан Иннокентьев, Якутск.